Помогите, мы тонем. С просьбой о помощи в нашу редакцию обратились жители домов на 7-м километре Покровского тракта. Люди уже несколько дней ходят по своим квартирам в резиновых сапогах. С подробностями Александр Лысак. Суббота, утро, Покровский тракт, 7-й километр. Валерия должна была отправиться на работу. Но стоило ей спуститься на первый этаж дома, как она поняла, все дела придется отложить, причем надолго. В 6 утра я проснулась для того, чтобы пойти на работу. Спускаюсь со 2-го этажа, а у меня квартира просто-напросто залита по самую щиколотку. Тут я побежала к соседке своей. Та спускается, такая же картина. Когда слышишь этот рассказ, он кажется неправдоподобным. Но когда видишь, во что превратились квартиры, мнение сразу меняется. Сейчас, чтобы попасть наверх, в спальню жильцам нужно пройти весь первый этаж в резиновых сапогах. Также, чтобы спасти мебель и бытовую технику, людям пришлось выносить ее на улицы, либо ставить на такие балки. Такая ситуация в большинстве квартир. Наверное, многие узнали эти дома. Еще 2 года назад ключи от злополучных квартир вручили детям-сиротам. После начавшихся разрушений большую часть жителей переселили. Но были и те, кто приватизировал жилье или купил его в ипотеку. То есть они не попали в программу переселения. В итоге по адресу Покровский тракт, 7-й километр, остались жить 4 семьи. Дом осаживается вообще, вот труба газовая вообще опустилась. Буквально на сколько там, чуть ли на 10 сантиметров, что ли. Трещины вот все идут, в квартире вода. С субботы мы все выкачиваем, но вода все прибывает и прибывает все равно. По словам руководителя управы автодорожного округа, в метаморфозах домов виноват застройщик ООО «Теплосервис», который в буквальном смысле сгинул. И мэрия города ищет, и мы его ищем. Управляющая компания либо же отключен, либо же трубку не берет. Дом построен с такими нарушениями, я вообще даже не знаю, кто и как решил туда людей селить. Если они собственники, то пускай они свои проблемы решают сами. Мы решаем проблемы людей, которые живут в квартирах, имеющие муниципальную собственность. В понедельник, вторник будут заключены договора, определили, предприятие, которое будет делать там капитальнейший ремонт. Вот и получается, что пока мэрия ищет нерадивого застройщика и решает вопросы о капитальном ремонте проблемных домов, жильцы продолжают тонуть. Когда все решится, неизвестно. Возможно, столичным руководителям стоит пожить в подобных условиях, чтобы понять всю сложность ситуации. Александр Лысак, Дмитрий Сергучев, новости столицы.